О лечении и профилактике онкологических заболеваний поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостю в студии. Адель Измайлов, главный врач Республиканского онкологического диспансера. Адель Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы сегодня с вами говорим об онкологических заболеваниях. Разумеется, это ваша тема. И на каком месте сегодня именно онкологические заболевания по смертности? Ну, в структуре заболеваемости, в структуре смертности онкологические заболевания занимают второе место. Первое место – это, конечно, сердечно-сосудистая патология. Но, несмотря на то, что второе место занимаем в структуре заболеваемости и смертности, население, государство обратило 5 лет назад пристальное внимание, выделило огромные деньги для того, чтобы реформировать именно онкологическую службу. Порядка триллиона по всей России было выделено, появилось современное оборудование, современные методы диагностики. Нашим людям стало доступна противоопухолевая, таргетная, иммунотерапия, то, о чем мы раньше не могли просто мечтать. Сейчас это все реально, все это доступно. Мы видим, что в нашей республике достроен современный корпус, хирургический, с поликлиникой, где порядка 1000 человек в день проходят обследование в плане установки окончательного диагноза и назначается лечение. Открыты филиалы по республике, внедрены телемедицинские консультации. То есть можно говорить много-много об этом, но, наверное, интереснее говорить не о наших достижениях, а о тех проблемах, которые есть, и то, что непосредственно волнует людей. А какие проблемы есть? Потому что действительно онкологические сейчас заболевания очень распространены. Самое главное, о причинах, наверное, хочется узнать. Можно ли это вообще предотвратить? Знаете, онкология, она на одном уровне много лет. Причем во всем мире примерно одинаковая ситуация. Много зависит от полувозрастного состава населения. То есть много зависит от структуры организации онкологической помощи. У нас республика, она очень сложная. У нас плотность населения низкая, площадь большая, 143 тысячи квадратных километров. Много отдаленных районов. И нам построить эту систему оказания онкологической помощи намного сложнее, чем в регионах, где плотность населения высокая. Допустим, Москва, та же самая Санкт-Петербург. В Москве, допустим, 41 тысяча квадратных километров, около 15 миллионов населения проживает. У нас 143 тысячи квадратных километров республика, и проживает порядка 4 миллионов населения. У нас есть районы отдаленные, такие как Сибай, допустим, где 550 километров надо ехать для того, чтобы попасть в онкодиспансер. И мы делаем все для того, чтобы изменить логистику. То есть мы внедрили телемедицинские консультации. То есть если раньше пациент приезжал, записывался по телефону, приезжал в онкодиспансер, на прием, стоял в очереди, ему назначалось что-то сделать, потом еще раз, и еще раз, и еще раз. Сейчас немножко система работает по-другому. Пациент обращается в первичный онкологический кабинет, центр амбулаторной онкологической помощи. Доктор отправляет все его данные по телемедицине, по интернету в онкодиспансер. А у каждого врача у нашего выделено 2 часа времени для того, чтобы он проработал с телемедицинскими консультациями. Он смотрит все данные пациента и старается записать пациента в один день на прохождение дополнительного обследования в онкодиспансере, на прием к врачу и на консилиум, либо на консультацию заведующего отделения, чтобы постараться в один день решить этот вопрос. Не всегда это удается. Это в стандартных, обычных ситуациях так. Но есть случаи сложные, когда приходится и 5, и 6 раз, и по 3-4 раза биопсии делать. Да, то есть разные случаи существуют. Но в общем логистика, конечно, изменилась. И мы видим, как те пациенты, которые длительно стоят на учете, уже в длительной ремиссии находятся, которые часто обращаются, они приходят с благодарностью, они говорят, да, действительно, у нас в республике произошли серьезные изменения. Мы негатив сейчас встречаем в основном от пациентов 4-й стадии. То есть это самая большая наша проблема, хоть их и немного, в общем, там порядка 16%, да, из всего пула. То есть 1-я, 2-я стадия, они радикально излечиваются. Это те люди, которые потом говорят спасибо, благодарят своих врачей, пишут все эти положительные отзывы в интернете. Это 1-я, 2-я стадия. 3-я стадия, она немножечко посложнее, она требует уже комбинированных подходов. Где-то нужна противоопухолевая, современная таргетная терапия. Но это тоже сейчас доступно, все в полном объеме люди получают. Если это нужно было раньше куда-то ехать, в федеральный центр или в Европу, да, в Израиль, сейчас абсолютно люди практически не ездят. Они все получают здесь и получают
даже не на таком же уровне, а даже на уровне более высоком, потому что мы оснащены там современными линейными ускорителями. 6 линейных ускорителей сейчас работает у нас в онкодиспансере, а это самых современной модификации. То есть мы делаем то, что делают только в единичных случаях в федеральных там центрах. Все это у нас на потоке. Вот, а оборудование эндоскопическое у нас самое современное. Хирургия, она самая современная, в основном она малоинвазивная. Поэтому вот сейчас, на данный момент, в республике люди получают все практически, что раньше они получали либо за рубежом, либо в каких-то федеральных центрах. Но это благодаря и поддержке наших коллег в федеральных центрах. Они к нам приезжают, они проводят мастер-классы. Все наши доктора там обучились. Современное оборудование закуплено, поэтому уровень поднялся. Но вот 4-я стадия, которая, там две группы, 2 категории пациентов существуют. Есть пациенты, которые, к сожалению, мы уже не можем помочь, мы даже не можем начать их лечение. Это самая сложная категория пациентов, они уже декомпенсированы, то есть органы, их печень, почки не работают для того, чтобы даже провести обычную химиотерапию. Если родственники образованные, они, как правило, понимают это и понимают, слушают то, что говорят врачи, проводят симптоматическое паллиативное лечение. Но есть люди не очень образованные, они этого не могут понять, они требуют какого-то лечения, а если начать это лечение, мы просто убьем человека. Потому что организм уже не способен, настолько серьезные поражения идут всех детекционных систем, что организм просто не способен выдержать, это его убьет. Мы, естественно, этим не занимаемся, мы пациента стараемся протянуть, потому что для этих пациентов дорог каждый день. Вот я вечером, когда смотрю своих оперированных пациентов, я частенько прохожу мимо паллиативного отделения, захожу, знаете, там вот, несмотря на то, что люди лежат по 6, по 7, по 8 человек в палатах, они все смотрят, они ловят жизнь, они все, ни разу я от них не слышал никакой претензии, то есть это люди всегда благодарные, и мы понимаем, что вот для них дорог каждый день. И, соответственно, убивать, тоже выполнять требования родственника никто этих людей не будет. И вот получаются вот эти конфликты, отрицательные отзывы какие-то, абсолютно необоснованные вот эти жалобы. Но, еще раз я говорю, врачи у нас нагружены, врачи работают очень много. В поликлинике 28 докторов принимают порядка от 800 до 1000 человек. Представляете, какая это нагрузка? И им надо с этим совсем справиться. То есть они молодцы. Они выдерживают и отрицательные, и положительные, их поддерживают положительные отзывы, благодарности, конечно. Словесная благодарность, когда люди говорят «спасибо вам, доктор», она очень сильно поддерживает и стимулирует к работе. Поэтому я горжусь своими докторами. Вот я понимаю, как сложно, особенно вот на первичном этапе, на поликлиническом работать им. Но они молодцы, они справляются со всеми сложностями, со всеми проблемами. Вот вы говорите о том, что 4-я стадия, а сейчас она реже встречается, насколько я понимаю, но все же еще встречается. Вот как избежать ее? И невозможно избежать во всем мире. Как это порядка 16-20% пациентов, они выявляются на 4-й стадии. Здесь мы ничего не сделаем. Другой вариант, если это вот не та крайняя ситуация, когда уже человек пришел в декомпенсацию, другой вариант, есть 4-я стадия, этих пациентов очень много, которым мы реально можем помочь. То есть человек приходит весь в метастазах, мы делаем ему молекулярно-генетические исследования, выявляем структуру мутаций, которые в клетках происходят, и под эти мутации подбираем таргетные препараты, и происходят действительно чудеса. Мы видим, как 7, 8, 10 лет активно живут, активно работают, и даже не скажешь, что у пациента 4-я стадия, благодаря использованию современных противоопухолевых лекарственных средств. Другое, это, конечно же, очень дорого. Мы должны понимать, что вылечить полностью человека с 1-2 стадии от 70 до 200 тысяч затрат. Лечение же ежемесячное пациента 4-й стадии с использованием современных противоопухолевых лекарственных препаратов, таргетной иммунотерапии обходится от 150 до 1 миллиона каждого пациента. И поэтому я говорю, что раньше, еще взять 18-17 год, пока не было вот этой программы, пока не были доступны молекулярно-генетические исследования, не были доступны эти препараты нашим пациентам, мы даже мечтать не могли о том, что мы видим сейчас. Вот сейчас приходит пациент с 4-й стадии, но компенсированный, да, мы его обследуем, да, обследование занимает определенное время. Нужно взять биопсию, нужно сделать гистологию, нужно сделать иммуногистохимическое исследование, это еще 10-14 дней. Дальше отправляем на
на генетику это еще порядка месяца занимает. Но зато через месяц мы можем подобрать такой препарат, который даст возможность этому пациенту прожить свои 5, 7, 8 лет. А такие препараты есть? Конечно, конечно. И все это доступно для жителей нашей республики. У нас много людей сейчас живет, радуется жизни. Вот, тех, которых раньше бы погибли в течение полугода. То есть 4-я стадия – это все-таки сейчас не приговор? Нет, они разные. Разные пациенты, разные состояния при 4-й стадии. И основной массе людей, которые к нам обращаются с 4-й стадии, мы сейчас можем помочь и помогаем, и довольно эффективно помогаем. Но лучше, чтобы к нам обращалось все-таки поменьше людей, потому что это действительно дорого. И, конечно, правильнее эти деньги вкладывать в развитие первичной диагностики, да, в строительство центров крупных диагностических, эндоскопического оборудования, увеличение объемов. Поэтому 4-я стадия – это для любого государства бремя финансовое. Мы понимаем, что этим надо заниматься, надо людей лечить, нужно продлевать максимально им жизнь, максимально помогать, но лучше выявлять, конечно же, на 1-й, 2-й стадии. Вот о чем мы с вами говорили немножечко до эфира, это диспансеризация. Диспансеризация, она направлена на основные нозологии, то есть самые часто встречающиеся. Обязательно нужно проходить диспансеризацию, потому что вот ковид закончился, начала работать нормально, более-менее диспансеризация. Министерство здравоохранения взяло под контроль, и мы видим пик, рост выявления злокачественного образования именно на 1-й, 2-й стадии. То есть сейчас, если мы в республике выявляли в предыдущие годы 1000 случаев рака предстательной железы, максимум это в доковидные годы, за прошлый год у нас 1450, и весь прирост за 1-й, 2-й стадии. То есть это люди, которых мы радикально излечиваем от этого заболевания. Поэтому диспансеризация, она очень важна. Но тем людям, которые нету времени, у которых, в принципе, есть финансовые возможности, но нет временных рамок, они могут воспользоваться чекапами. У нас в республике вот, действительно ценовая политика на проведение вот этих обследований самая низкая во всей Российской Федерации. Если чекап онкологический в Москве стоит там порядка 360-400 тысяч, у нас это порядка 60-70 тысяч рублей. То есть за эти деньги человек может пройти полное обследование с головы до пят, которое, конечно же, невозможно сделать по ОМС, вот, но он проходит полноценный чекап. Поэтому это тоже один из инструментов, один из вариантов для того, чтобы выявить заболевание на ранней стадии. И я вот как доктор, онкоуролог, оперирующий, ко мне приходят пациенты, которых там 2-я, 3-я уже локализация. То есть мы вылечили рак предстательной железы, мы вылечили рак почки, мы вылечили рак легкого, выявили на начальной стадии. Но это те люди, которые следят за собой, которые раз в 2 года проходят полноценное обследование. Адель Альбертович, последний вопрос. Вы говорили о том, что на нас обращает внимание федеральный центр, что у нас строится, именно возводится и развивается медицина благодаря и федеральным центрам тоже. И вот впереди нас ожидает Приволжский форум, насколько я понимаю. Насколько важное мероприятие с точки зрения вот именно для нас? Да, для нас это действительно важно, это знаковое мероприятие. Оно... Несмотря на то, что это Приволжский онкологический форум, который объединяет наш Приволжский округ, наши регионы, то есть представлены все будут с докладами. В первый день это живая хирургия, там из 7 операционных будет трансляция, множество мастер-классов по современным методикам, да, будет проведено. 2-й, 3-й день это будут современные доклады по развитию, по диагностике, по современным методам лечения. К нам действительно приезжает очень много федеральных представителей и наших уже коллег, наших друзей из федеральных центров, которые заинтересованы в развитии региона, которые делятся с нами опытом, делятся самыми современными технологиями. Я уже говорил, наши специалисты практически все прошли стажировку в федеральных центрах. Наши коллеги из федеральных центров приезжают к нам, мы совместные мероприятия проводим, обучающие циклы. Это медицина, это процесс непрерывного развития. Как технологий, так и опыта, знаний людей, которые владеют этими технологиями. Поэтому вот это событие предстоящее 7, 8, 9 ноября, которое пройдет в нашей республике, оно действительно значимое. Оно значимо не только для нашей республики, но и для всего Приволжского федерального округа, и для всей Российской Федерации.
Адель Альбертович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились своими именно тем, какие достижения сейчас именно в медицине у нас есть. Я думаю, что мы с вами еще не раз увидимся. Спасибо огромное. До свидания. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.